Жилищный вопрос является важным социальным аспектом, и каждый человек, особенно молодые семьи, мечтают иметь собственный угол и купить этот угол любой ценой. Но насколько доступно собственное жилье в Абхазии? Почему цены на недвижимость стремительно растут и куда развивается рынок недвижимости? Об этом в нашем спецрепе. Стоимость квартир в столице выросла почти вдвое за последние 5 лет. Однокомнатная, например, в столице будет стоить от 1,5 до 2,5 миллионов рублей в зависимости от расположения. Аренда квартир также увеличивается в среднем на 20% в год. Идея владения жильем популярна в абхазском обществе. Все хотят владеть своей недвижимостью, но некоторые вынуждены снимать квартиры. И доля арендующих жилье растет, говорят риэлторы. Если раньше был избыток предложений о продаже, то последние 3 года риэлторы с трудом находят желающих продать недвижимость. Что происходит с рынком недвижимости? Вот мы со строителями, застройщиками общались, они говорят, что за 10 лет цена выросла в 3,5 раза. В 3,5. По вашим оценкам, что происходит? Да, по новостройкам согласна. Вторичка не так быстро растут цены, но цены имеют тенденцию к росту. Вот год назад, в связи с тем, что был очень хороший туристический сезон, очень многие жители Абхазии начали вкладывать в недвижимость. Они видели, что есть тенденция к росту, и особенно в центре города очень многие объекты скупили. Если раньше у нас был дефицит покупателей, сегодня у нас дефицит объектов для продажи. В связи с тем, что люди поняли, недвижимость – это такое дело, которое приносит тебе пассивный доход. Ты можешь купить, ждать год и получаешь доход, продавая ее, либо сдавая. Это уже на усмотрение владельца. То есть, получается, люди скупили, чтобы сдавать жилье, Да. а те, кто для себя хочет купить, у них сейчас не так много возможностей. Многие снимают у нас, работают в городе, не могут себе позволить купить жилье, они с удовольствием взяли бы в ипотеку. У нас государство в данный момент не строит объекты, как правило, это частные лица. Все новостройки, которые мы видим, в основном частные лица, фирмы, юридические лица. Если бы государство построило жилищный фонд, в дальнейшем в ипотеку люди могли бы приобретать это жилье, им было бы намного проще, так как человек, когда снимает квартиру, он понимает, что месяц прошел, он отдает деньги, и все. Считается, грубо говоря, деньги на ветер. Ему эти деньги не вернутся, он не вложил их во что-то, а просто за проживание 4 недели ты платишь деньги и забываешь про них. Если мы говорим, допустим, про жилье 1-2-комнатной квартиры, то спрос на них почему? Первое, если семья, допустим, только стартует, и им нужна небольшая квартирка, им родители могут себе позволить купить 1-комнатную или 2-комнатную, например, квартиру, допустим. А есть у нас еще люди приобретают вот такие квартиры 1-2-комнатные для сдачи, для бизнеса, для сдачи в аренду, для получения дополнительного дохода. Вот. И поэтому в данном случае что будет влиять? Будет влиять место расположения объекта, его состояние объекта будет влиять, то есть либо инфраструктура будет важна для молодой пары, если для бизнеса, то будет важна удаленность от моря, будет расположение дома, качество ремонта и так далее. Поэтому тут два спроса у нас получается. С одной стороны для жизни, с другой стороны для бизнеса. Мы видим, что строится жилье, новостройки есть. Как это влияет на ценообразование? Вы знаете, мне кажется, с одной стороны, частично спрос. Косвенно. Почему? Потому что вторичное жилье на сегодняшний день, то есть мы сказали, что емкость рынка уменьшилась, количество предложений сократилось, но есть у нас первичное жилье, которое стали строить. Давайте это просто нужно сравнить цены и возможности людей, для того, чтобы понимать, насколько оно влияет. У нас новостройки начали, когда строиться, самые первые, допустим, за последние, 3 года, могу сказать, у нас была стоимость квадратного метра в новостройке была 46 тысяч квадратных метров. То есть это черновое дело, там, где нужно сделать весь ремонт полностью с нуля. А на сегодняшний день уже стоимость квадратного метра от 76 тысяч рублей за квадратный метр до 110-120 тысяч за квадратный метр. Это у нас первичное жилье.
В стране нет возможности ипотеки, но есть проекты частного бизнеса, которые занимаются строительством и предоставляют жилье в рассрочку для граждан. Константин Тарба, застройщик, занимается подобным проектом. Мы решили встретиться с ним и поговорить, чем для бизнеса привлекательны такие проекты. Здравствуйте, спасибо, что нашли время встретиться. Хотелось поговорить о вашем проекте интересном, по-моему, единственное в таком роде, да? Возможность рассрочки. Всего, да. Вот у этого здания мы сейчас находимся, 5 этажей, 6, сколько здесь? 5 этажей. 5 этажей. 2 здания, 2 дома по 5 этажей, по 25 квартир здесь. Сколько уже у вас людей? Ну, в районе купили, 12-13 договоров мы уже заключили. В принципе, эта идея уже давно возникла. Мы давно искали объект, который был бы возведен в шаговой доступности от инфраструктуры, ближайший рынок, школы. Центр города тут тоже не так далеко находится. И именно почему мы искали уже возведенное здание, потому что оно Давайте так пройдемся, имеет, заодно посмотрим, как выглядит. дешевле будет квадратный метр для конечного покупателя. То есть вам выгоднее вот это здание, оно было, Да, вы немного было. привели его в порядок. Мы его выкупили, значит, у инвестора. Я расскажу предысторию. Тут инвестор в 2007 году приехал, выкупил его у государства, хотел то же самое сделать, что делаем сейчас мы, но что-то у него не получилось. Оно так и стояло. Мы нашли его, договорились с ним, оплатили ему все его затраты, которые он понес на тот момент. Выкупили у него, да. Далее мы разговаривали, уже диалог был с администрацией города, с Бесланом Федоровичем Эшба. Туда мы выделили 10% от квартирного фонда. 5 квартир мы будем отдавать администрации города. Остальное принадлежит нам. Я и мои друзья, компаньоны. Некоторые строители говорят, вот чем перестраивать, переделывать что-то уже построенное под новые какие-то условия, да, легче что-то с нуля строить. Именно это строение, оно кирпичное, капитальное, оно построено уже непосредственно перед войной по современным тогдашним технологиям, и поэтому оно еще имеет срок службы достаточно большой. А то, что касается нового строительства, это сегодня очень дорого. И мы так, строители, кто этим непосредственно недвижимостью занимается, прикидывали, у нас небольшой процент тех, кто может купить квартиру именно в новостройке, потому что, еще раз повторюсь, все подорожало. Арматура, бетон, кирпич, блок, шпаклевка, краска, все в 2-3 раза подорожало. Это влияет на конечную стоимость квадратного метра. У нас квадратный метр в новостройках получается ориентировочно столько же стоит, сколько в России, в больших городах. 80-100 тысяч. 80-100 тысяч стоит сегодня, да. Ну да, мы потихоньку так движемся даже не к регионам российским, Да. а к столице. Я, например, в Ростове жил долгое время. С Ростовом мы сравнялись, можно сказать, да. Много вот таких недостроенных в таком вот состоянии объектов в Абхазии, которые можно было бы рассматривать? На самом деле достаточно много, просто они все в основном кому-то принадлежат. И как и этот объект тоже, я уже рассказывал, кому-то принадлежал. Просто у кого-то что-то не получилось. Вот, в данном случае человек просто заболел. Ему было вообще не до этого, потом у него семейные проблемы возникли, потом то и он даже вообще на какое-то время забыл, что у него это здесь есть. Но мы это все подняли, восстановили, ему напомнили, и он с удовольствием, кстати, молодец, с нами посотрудничал. Человек, имея собственность, такую не знает. То есть о таком можно забыть. Бывает и такое, конечно. Многие объекты у нас вот в городе тоже стоят. Мы же, прежде чем сюда попали, ходили, рассматривали это все, изучали. Достаточно объектов. Я думаю, что какой-то там небольшой процент не обладающих в городе жильем можно покрыть. Уровень обеспеченности собственным жильем не всегда является показателем благосостояния страны. Например, в таких странах, как Швейцария и Германия, всего 41,51% собственников жилья. Много владельцев собственных квартир в восточноевропейских странах и в России. Также в Абхазии много собственников недвижимости, которая им досталась в советские годы и после Отечественной войны народа Абхазии. Невыгодно в некоторых вообще странах
То, что дорого, потому что содержать собственное жилье тоже дорого. У нас в условиях, где мы не платим почти ни за что. Почти ни за что. Почти ни за что, это выгодно пока. Но те, кто не могут даже эти 30% собрать, может для них какой-то проект по сдаче жилья, вот такое вот организовать. Это было бы выгодно для вас? Для нас, как для застройщиков... Апартаменты, которые вы сдавали бы Мы в даже аренду? не рассматриваем такой вариант. Это долгие деньги. Ты вкладываешь деньги и в течение там 20, 30, 40 лет только свои деньги потом вот потихонечку вытаскиваешь. Да. У нас нет таких возможностей, таких объемов. Я не за себя имею в виду, а вообще в стране это очень сложно сделать без иностранных денег или вливаний каких-то. А как вы думаете, вот для молодых семей, какие вообще возможности государство могло бы использовать на примере вашего проекта? У нас на самом деле есть много идей, как это сделать, если государство, сейчас я не говорю за конкретную какую-то личность, просто выработало бы какую-то программу, как помогать именно строительным застройщикам, кто строит квадратные метры. Если бы нам давали бы, допустим, безпроцентные или малопроцентные кредиты, мы бы в эту разницу могли бы выделять жилье малоимущим семьям, например. Вот если в России берешь кредит, там, даже у нас в банке в районе 18-20%. А если нам дадут безпроцентный кредит, допустим, на 100 миллионов, это 20 миллионов рублей. На 20 миллионов рублей мы можем 8-10 квартир выделить малоимущим семьям. В основном у нас квартиры покупают люди, которые занимаются делом своим, постоянно работают, постоянно чем-то занимаются. Денег набрать сразу, мы сами понимаем, что это чуть тяжело в Абхазии. А по чуть-чуть у человека, который работает, деньги платить за квартиру, я думаю, возможность есть. И как раз-таки вот такие люди к нам приходят и покупают, которые живут чуть-чуть подальше от центра города, хотят переехать сюда поближе, создать условия для своих детей. Ну вот на 3 года вы даете в рассрочку квартиры. Да. Квадратный метр примерно сколько? Квадратный метр обходится для покупателя в районе 40 тысяч рублей. Тоже в зависимости от этажа. Чем выше этаж, тем немного дороже будет. Чем больше квартира, тем немного дешевле получается квадратный метр. Много есть критериев, но в общем в районе 40 тысяч за квадратный метр. Я посчитала, что если для того, чтобы приобрести по ипотеке, которая, допустим, существует на рынке вообще недвижимости, как минимум первоначальный взнос составляет 10%. Вот. Если предположить, это где-то около 5 миллионов рублей будет составлять для покупки небольшой квартиры. Если взять на 20 лет, вы берете ипотеку, то есть ежемесячный платеж будет составлять около 17 тысяч. То есть что это значит? Это значит, что одному члену семьи нужно иметь заработную плату как минимум 25-35 тысяч рублей для того, чтобы в совокупности платить еще и жить. Жить, всей семьей. Вот. Поэтому помимо финансовых инструментов нам нужно понимать, что нам необходимо повышение уровня жизни нашего населения. Пока этого не будет, сложно предположить, что большая часть населения сможет себе позволить квартиры новостройки. Инвестировать люди будут в небольшие квартиры, малой площади, так называемые студии. Это будут молодые пары или это пожилые люди будут. И опять же, мы говорим про население внутри страны, правильно? И в такие небольшие объекты будут инвестировать люди бизнеса, которые получают дополнительный доход от сдачи в аренду своего жилья. Вот 2 момента. Поэтому без уровня жизни нам совершенно никак нельзя сравнивать, насколько поднялась цена, как влияет новостройки на вторичное жилье. То есть никак, наверное, косвенно влияет. Есть заявки, например, у нас люди покупают. Во многих странах люди предпочитают снимать жилье, а не покупать. Во-первых, это выгоднее. Содержать собственное жилье выходит дороже. Во-вторых, иногда работа может оказаться далеко от твоего дома, поэтому люди предпочитают селиться ближе к месту работы. У нас же в условиях небольших тарифов за недвижимость, да и регулярных плательщиков не так много, владеть недвижимостью выгодно. Очень много клиентов хотят в рассрочку взять объект, но хозяева переживают, а вдруг у него не получится выплатить оставшуюся сумму, как мне быть? И продать не смогу, и деньги свои не взял. В связи с этим многие отказываются на это идти,
так как у нас не каждый человек может позволить себе выплатить 2 миллиона в течение там, даже полугода, если у него сегодня 300 тысяч на руках. Первоначальный взнос у нас в районе 30%. С каждым индивидуально договариваемся, потому что не у всех всегда бывают деньги, как говорится, на руках. Но мы идем на уступки. Бывает, когда человек там 10% внес, и мы ждем 2-3 месяца, чтобы он основную сумму от первоначального взноса тоже принес. Дальше составляем график. Не обязательно у нас график, чтобы человек каждый месяц платил деньги. У нас есть люди, которые там раз в полгода платят, но определенную сумму, она крупнее, чем там ежемесячный платеж. Да. У нас это тоже, в принципе, То есть это в договоре обговариваете, да, конечно, как, по каким долям они будут платить. Ну само вот собой. есть же риск, что человек договорился с вами, год платил, на второй перестал. Что тогда? Ну, как бы пока мы объект не введем в эксплуатацию, это 2,5-3 года, мы человеку не даем право собственности на квартиру, домовую книгу. Только тогда, когда он расплатится, и мы сами введем в эксплуатацию объект. Мы там в договоре прописано, и лично с каждым тоже на эту тему говорим, обсуждаем, что если не получается там платить определенное время, то мы выставляем на продажу квартиру, его деньги ему возвращаем, а остальное, ну, то, что нам принадлежит, забираем себе. Ваша задача какая? Люди, собственники квартир, купят, допустим, жилье здесь. Да. Облагораживать территорию, Конечно, у нас вывоз будет, мусора значит, да. и другие вот коммунальные услуги. Ну, коммунальные услуги это будет уже оказывать город, потому что дом будет на балансе города стоять. Наша задача облагородить, обустроить территорию, детскую площадку поставить, парковочные места сделать, привести водоотведение, водоснабжение, вентиляцию, электричество в саму квартиру. А дальше уже человек сам будет делать планировку, планировочные решения, выбирать ремонт. Это все он сам делает. Мы ставим окна, приводим, еще раз говорю, все коммуникации в квартиру. Почему нельзя с банками, допустим, договориться, и в Абхазии пока это не получается? Не развит вот этот рынок? Ну, не развит. Это уже у нас не первый опыт именно строительства и продажи недвижимости, ну, в рассрочку, можно сказать. Это сложно назвать ипотекой, потому что ипотека подразумевает себе большую прибыль. Да. А мы это делаем в рассрочку, чтобы было легче и нам, и покупателю. А банки, конечно, у нас пока еще не готовы, потому что продукт, который мы продаем, квадратный метр, если в общем взять за квартиру стоимость, это очень большая стоимость получается, одной единицы. Банки не готовы пока у нас нам помогать, обслуживать такие проекты. Но я думаю, что в дальнейшем, как мы этот объект запустим, еще пару штук сделаем, нас обязательно заметят и будут помогать, я уверен. Потому что мы все равно с какими-то банкирами предварительно уже общаемся. Что, по вашему прогнозу, может дальше произойти с нашим рынком? Уровень жизни у нас растет, платежеспособность населения также растет, так как у нас туристический сезон – это такая возможность взять, накопить денежку, так как объекты сдаются, кто-то с посуточной аренды зарабатывает, кто-то имеет магазинчик, и эта денежная масса в республике у нас крутится, и жители Абхазии могут позволить себе поднакопить и купить объект. А новостройки, мы сейчас тоже в таком месте находимся, где как раз строится новое жилье, Да. На первой береговой линии. Для кого такое жилье, кто может себе позволить, и как это строительство влияет на ценообразование вообще на рынке недвижимости? Вы знаете, на вторичный рынок никак не сказывается на вторичном рынке строительство новостроек, так как здесь цены в 2-3 раза выше. По понятным причинам спрос на жилье высок в столице и туристических центрах. В Восточной Абхазии квартиру можно купить и за 300 тысяч рублей, только желающих купить не так уж и много. Какие, на ваш взгляд, программы, может быть, нужны, чтобы жилье было более доступным для большей части населения, да? Знаете, я не могу ничего выдумать нового, чем есть сегодня на финансовом рынке. Это ипотека у нас, это, может быть, какие-то госпрограммы поддержки молодых семей, это социальное жилье с последующим выкупом, приватизацией. Вот, строительство, наверное, вот такого социального жилья организациям, государству. Может быть, восстановление тех домов, которые у нас сегодня есть в спальных районах, которые вот недостроены и как бы висят в воздухе, получают там ЖСК какие-то недостроенные, все остальное.
Вот. То есть, наверное, с этого начинать. Можно сказать, 50% примерно подорожало жилье в столице и вообще в районах тоже. Куда мы движемся, на ваш взгляд? Вот что дальше? Недвижимость в любом случае всегда будет расти, потому что растет стоимость жизни, стоимость строительных материалов, стоимость горюче-смазочных материалов. Все это растет, но я считаю, что и зарплаты должны расти. Прибыль индивидуальных предпринимателей, бизнесменов, она тоже же растет. Это сейчас не хочется влезать в другие сферы. Может, зарплаты там государственных работников такими темпами, да, они растут. Но в бизнесе прибыль тоже растет. И поэтому я думаю, что недвижимость всегда будет пользоваться спросом. Именно в столице вообще не обсуждается. Можно вот связывать рост цен на недвижимость с увеличением доходов? Конечно, смотрите, за последние 3 года в связи со всеми внешними факторами Абхазия очень популярна как курорт. Соответственно, большой поток населения, гостей, которые у нас за эти 2 года побывало, принесло дополнительный доход. Начиная с сферы услуг, гостиниц, и также торговли, и все остальное. Соответственно, конечно, у людей повысились доходы, у них есть возможность накапливать. Сейчас очень многие люди, живущие в частных домах, они начинают пристраивать какие-то гостевые блоки, сдавать. То есть, и поэтому в этом плане у нас идет такой строительный маленький бум у мелкого среднего бизнеса, так и называю, потому что они себя, в принципе, не легализуют пока. Вот, но это в любом случае это придется сделать. Вот. Но на сегодня, благодаря вот этим всем, скажем так, реконструкциям, своим строительству, вкладыванием денег, люди позволяют своей семье себя сами, они содержат себя сами. А дальше, на ваш взгляд, вот какие прогнозы? Куда развивается вообще рынок недвижимости? В какую сторону мы движемся? Вы знаете, у нас будет в сторону апартаментов развиваться, потому что очень хотелось бы, у нас много заявок и желаний людей, иностранных граждан, то есть из Российской Федерации, приобрести что-либо в Абхазии, но так как законом это запрещено, соответственно, тут есть 2 категории, которые люди переезжают на ПМЖ, и люди, которые хотят просто приобрести жилье для отдыха. Приехали, отдохнули, уехали, там друзья приехали, дети, там бабушки, дедушки остались там на зимовать. Поэтому у нас будет востребовано строительство апартаментов, вот, и продажа апартаментов. У нас сейчас один проект стартовал, достаточно успешно продан на набережной. Сейчас следующий проект у нас променад на улице Покойной стартует. Там тоже уже квартиры продаются. В связи с популярностью Абхазии цены на апартаменты в связи с ростом цен на стройматериалы, они могут прирастать, естественно. Налог на землю, понятно, это уже будут текущие расходы, которые будут возникать у собственника, застройщика, управляющей компании или собственника этого номера. Вот. То, что касается цены на вторичное жилье, будет ли влиять строительство апартаментов, я думаю, что у нас повлияет на то, что у нас начнет строиться вообще другое жилье. Вот раз у нас востребованы жилые дома на сегодняшний день, хорошие, качественные дома, у нас в центре города, и неважно, у нас в принципе их нет, у нас все старый фонд. То есть старые постройки, старые проекты, совершенно все одинаковые, похожи друг на друга. И сегодня люди ищут что? Земельные участки у нас внутри страны для того, чтобы построить собственный дом по своему проекту. Молодые парни, они вообще, у них совершенно другое видение. Им не нужны огромные гостиные, как раньше, где мы собирались. Им нужны студии, им нужны спальни, кабинеты, то есть все должно быть мобильное, бассейн во дворе и так далее. Ну, то есть у них уже другой взгляд. И вот такие дома, коттеджные поселки у нас вот начнут строиться. Вот. Но опять же, здесь нужно ориентироваться на внутренний рынок, понимать потребности сегодня населения, что им надо. То есть мониторить это, и только после этого приступать к строительству. В ноябре 2021 года в Абхазии утверждена государственная целевая программа предоставления жилья отдельным категориям граждан. В 2022 году была одобрена 51 заявка от многодетных семей, где 5 и более детей, и семей, где есть человек с инвалидностью. В следующем году финансирование на программу расширят, и оно составит 60 миллионов рублей. Программа важная и нужная, только объем помощи хватит не на всех желающих. Для остальных решить жилищный вопрос сложнее. Многое будет зависеть от общего развития экономики и повышения доходов граждан.